Здравствуйте! Вы смотрите программу «Актуальное интервью». Бюджет республики на следующий год и плановый период до 2024 года, на днях принятый депутатами, называют уникальным и особенным. В чем уникальность и особенность главного финансового документа республики, по которому мы будем жить в ближайшие годы, спросим у нашего гостя Валерия Жандорова. Валерий Алексеевич, здравствуйте. Добрый день. Во-первых, кажется, законопроект о бюджете был принят в рекордные сроки. Скажите, как шла работа над документом? Да, мы знаем, что принятие закона о государственном бюджете на финансовый год и на плановый период, на трехлетний период, принимается в два этапа. Первое чтение, так называемое, оно проходило в октябре, это утверждаются параметры государственного бюджета. И надо сказать, что на тот период они утверждались в объеме по доходам и расходам 232 миллиарда по доходам и 235 миллиардов по расходам. А вот второе чтение, которое должно было состояться в более длительный период, конечно, было немножко сжато в связи с тем, что Федеральный центр правительства Российской Федерации чуть позже рассматривал федеральный закон о федеральном бюджете и вносил поправки в Государственную Думу. И мы распределение федеральных средств, дотаций, субсидий, субвенций, к сожалению, смогли получить только 17 ноября. И правительство это распределение внесло чуть позже. И благодаря конструктивной позиции депутатского корпуса, парламента, о том, что бюджет должен быть рассмотрен и на согласительных комиссиях, и на бюджетном комитете, и в подготовленном виде выйти на 30 ноября, конечно, работа буквально в течение 10 дней. Второе чтение рассматривали почти 700 поправок. Из них 520 поправок правительства и порядка 180 поправок депутатов. Конечно, это колоссальная работа, и согласительные комиссии, 5 согласительных комиссий, часть из них работала и в выходные дни, рассматривая эти поправки. Скажите, а почему глава республики Айсан Сергеевич Николаев назвал этот документ уникальным? Да, действительно, эта тематика обсуждалась. Я еще раз напомню, первоначальные параметры составляли 232 миллиарда, но ко второму чтению мы поправки внесли на 32 миллиарда, и бюджет уже получился по своим параметрам 264,5 миллиарда по доходам и 267 миллиардов по расходам. А в чем его уникальность? Это вариант, который утверждается первоначально, в начале года, на весь трехлетний период. Это так называемый первоначальный утвержденный бюджет, 264,5 миллиарда. И если сравнить, как мы в декабре 2020 года утверждали первоначальный бюджет на 2021 год и последующие периоды, то он начинался с цифры 225 миллиардов. То есть сейчас скачок произошел, мы начальную позицию начинаем уже выше на 38 миллиардов, чем в прошлом году на 17%. Действительно, это феноменальные изменения. Скажите, а рост размера собственных доходов нашего региона с чем может быть связан? Да, и в структуре роста всех параметров бюджета, помимо федеральных средств, у нас собственные налоговые доходы, налоговые и неналоговые доходы на следующий год предусматривается 151 миллиард рублей. В начале прошлого года мы начинали с позиции 122 миллиарда рублей. То есть там действительно серьезный рост произошел именно за счет собственных налоговых и неналоговых доходов. А налоговые доходы у нас растут в связи с тем, что, в принципе, даже в этот пандемийный год, и отмечалось, в принципе, и по всей стране, выход на устойчивый рост экономики в Российской Федерации он происходит в этом году вне зависимости от условий ограничений, накладанных пандемией. У нас этот рост обеспечивают отрасли в нашей экономике. Это алмазодобывающая отрасль, нефтегазодобывающая отрасль, золотодобывающая, угольная промышленность. Надо отметить, что сейчас цены на продукцию, которую выпускают наши добывающие компании, на мировом рынке, они достаточно высокие. И это способствует благоприятной конъюнктуре их выручки, и, соответственно, налогообложение увеличивается. Валерий Алексеевич, а можно ли сказать, что появились какие-то новые меры государственной поддержки, которые предусмотрены или будут предусмотрены в бюджете? Да, вот особенностью, я бы отметил, государственным бюджетом на следующий год, это реализация программы социальной газификации, что было озвучено в послании президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина еще весной этого года.
И вот основной наш поставщик газа Российской Федерации «Газпром» совместно с федеральным центром оказали существенную поддержку. На следующий плановый период будет направлено на газификацию 4,8 миллиарда рублей. До этого мы столько средств не направляли. И, безусловно, самая важная из них, эта часть, это выделение федеральных средств в объеме 2 миллиарда 800 миллионов на наш газопровод. Это та работа, которая проводилась в течение многих лет последних главой Республики Саха-Якутия, депутатами Государственной Думы в лице Данчиковой Галины Кентьевны. И, конечно, 2 миллиарда 800 миллионов на реконструкцию и строительство третьей нитки газопровода для обеспечения устойчивого и надежного газоснабжения. Это большая работа. К ним добавлены также и наши 2 миллиарда, которые направлены на создание газораспределительных станций, на подведение газопроводов к жилым домам. Кроме того, там предусмотрена и поддержка малоимущим гражданам по социальной газификации. И в планах за этот трехлетний период, за эти суммы, обеспечить максимальное количество домовладений, подключить к газу наших в 11 районах, имеющих газ. Вторая мера, которую я отметил, это выделение так называемых инфраструктурных бюджетных кредитов из федерального бюджета на 15 лет по льготной ставке 3% годовых, которая направлена на обустройство коммунальной инфраструктуры в новых жилищных застройках. И республика защитила 3 проекта. Почти на 317 тысяч квадратных метров, это 3 участка. Воинская часть в городе Якутске, квартал Р в городе Нерюнгри и жилые дома в Жатае. А это 317 тысяч, и подвод коммунальной инфраструктуры за счет таких бюджетных кредитов позволит простимулировать активное жилищное строительство. Но в рамках этих 3 проектов будет реализовано строительство и 16 социальных объектов, в том числе 2 поликлиники достаточно большие, 3 школы, 3 детских сада. Вот это тот толчок, который также был предусмотрен в этом году в послании президента нашей страны. Вот 2 направления серьезных, которые совершенно новые и позволят нам увеличить социально-экономическое развитие нашей республики. Но ведь известно, что и сельское хозяйство получило большую поддержку. Как дополнительные меры стимулирования выражались в этой области? Да. Сельское хозяйство, вот, глава Республики Саха-Якутия уже в режиме 2-го чтения поручил правительству изыскать источники и увеличить программу развития сельского хозяйства, имея в виду, что все-таки для сельской местности, для жителей нашего села, эта мера поддержки обеспечивает доходную базу наших граждан, которые живут на селе, сельхозтоваропроизводителей. И теперь эта сумма по программе развития сельского хозяйства составляет 12,5 миллиарда. И если добавить к ним программу комплексного развития сельских территорий, развития различных направлений порядка 1,6 миллиарда рублей, это вот в общей сумме это 14,1 миллиарда направляется. И что характерно, что меры новой поддержки, как вы говорили, увеличены. Например, стоимость сдаваемого молока организованными сельхозпроизводителями с 35 тысяч достигла до 45 тысяч. А ставка на маточное поголовье в сфере коневодства на лошадей с 1500 до 3000. И по домашнему оливодству у нас также увеличены суммы и ставок, которые обеспечивают в том числе и оплату труда в оленеводстве. И второе направление, абсолютно новое, это 2-й этап реализации закона о развитии сельского хозяйства. Это поддержка на закуп мяса наших животноводов, закупка со стороны государства, поддержка выращивания зерна и выращивания овощей открытого грунта. Скажите, Валерий Алексеевич, как в целом проходило обсуждение этого законопроекта с депутатами? Все ли прошло гладко или, может быть, были какие-то моменты преткновения? Ну вот я уже упоминал, что работа требовалась интенсивная. И надо сказать, что эта работа была достаточно конструктивная. И вот по итогам рассмотрения и принятия бюджета
Депутаты отмечали, что действительно бюджет получился достаточно серьезным благодаря вот этой конструктивной и интенсивной работе 5 согласительных комиссий, которые ежедневно заседали, рассматривая эти поправки. Безусловно, дискуссии, они всегда происходят, когда заслуживаются аргументы депутатов, членов правительства. Но благодаря конструктивной позиции и приоритизации расходов мы пришли к единому мнению, которое представили уже как обсужденный документ на согласительных комиссиях, на расширенном заседании бюджетного комитета уже представили на пленарное заседание. Поэтому я считаю, что в этом году была очень конструктивная, интенсивная работа. А споры они бывают всегда на согласительных комиссиях, в результате которых, может быть, и рождается истина, но результат все равно есть. Но, как правило, закон о бюджете корректируется в течение года с учетом изменения многочисленных ситуаций. Дополнительные доходы могут поступать, случаются какие-то форс-мажоры. В этот раз, с этой точки зрения, насколько устойчив будет бюджет? С точки зрения устойчивости бюджета, да, он принят с точки зрения сбалансированности. Сбалансированность включает в себя понятие размера доходов и расходов, чтобы не допускать большого превышения расходов над доходами, так называемого дефицита. Дефицит у нас в этом году он 3 миллиарда 100 миллионов, это достаточно незначительный процент по отношению к расходам. И с этой точки зрения он будет устойчивый. А то, что вы говорите, что в течение года действительно корректируется бюджет в зависимости от изменения ситуации. Если в этом году, например, мы 3 раза корректировали бюджет, как правило, в год, так, и в этом году, например, с 225 миллиардов, как я говорил в начале года, мы поднялись до 280 миллиардов. За год мы добавили чуть ли не 55 миллиардов. Так? Если мы начинаем сейчас с позиции 264,5 миллиарда, то, конечно, будет это зависеть от ситуации. Мы очень сильно зависим все-таки от конъюнктуры на мировых рынках. Это алмазная продукция, это уголь, это золото, это нефть и газ. Это как раз та продукция, цены на которые формируются на биржевых площадках. И эта волатильность, конечно, будет влиять. Но самая базовая часть, я считаю, что 264 миллиарда, она будет устойчивой. Вопрос, насколько мы сможем увидеть в течение года еще дополнительные доходы за счет успешной деятельности наших компаний на территории республики. Но будем надеяться на то, что деятельность компании будет действительно благополучной. Благодарю вас, Валерий Алексеевич, за то, что согласились стать гостем нашего интервью и разъяснили нам некоторые детали бюджета республики на плановый период до 2024 года. Спасибо. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. Сегодня мы говорили о бюджете республики до планового периода 2024 года. Берегите себя. До встречи.